На каждой пачке сигарет написано «Курение убивает». И тем не менее люди все покупают и покупают сигареты. И каждый думает, что это его не коснется. А зря. Я не занимаюсь нравоучениями, я опираюсь на факты. По данным Всемирной организации здравоохранения, в развитых странах почти 90% случаев смертельного рака легкого вызвано курением. Ежегодно в мире умирает почти 5 миллионов человек. И почему вы думаете, что вы не станете одним из 5 миллионов? Господа курильщики, вы играете в русскую рулетку, где очередная сигарета может выстрелить раком легких. Страшная и жестокая правда о раке легких в программе об ИСР. Когда я вижу курильщиков, первая мысль, которая возникает в голове, он может заболеть раком легких. На самом деле страшная болезнь, об этом часто говорят, и во всем мире показатели только повышаются. Хотелось узнать, какая ситуация у нас в стране, надо ли нам бить тревогу? Я думаю, что это зависит не только от того, курит человек или нет. Тут много факторов, и диспансеризация, и своевременное обращение к докторам. Поэтому сегодня нас ждет очередной герой. Я думаю, все вопросы, которые мы хотим задать, он выслушает и ответит нам. Андрей Русланович Кайтан, онколог, торакальный хирург. Окончил Башкирский государственный университет, ординатуру там же. В данное время работает в онкологическом диспансере. Главное правило в работе – внимательность. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях Кайтан Андрей Русланович, врач-онколог, торакальный хирург. Добрый день. Сначала мы хотим узнать, какие масштабы рака легких в нашей стране. Есть ли достоверные цифры? Рак легких является вообще самым распространенным онкологическим заболеванием. И в структуре заболеваемости он стоит, как правило, на первом месте во всех странах. И у нас в том числе. Я вам приведу некоторую статистику, касающуюся рака легких. У нас в онкодиспансере мы выявляем больных с раком легких с каждым годом все больше и больше. И если смотреть по годам, в 2012 году среди больных онкологических они составляли 13%. В 2013 году уже 16,5%. В 2014 году из всех больных онкологических больные с раком легких составляют уже 18 с лишним процентов. То есть это практически каждый пятый онкологический больной. С каждым годом растет эта цифра? Таких специальных исследований не проводилось, но каждый человек, посмотря вокруг, должен это понимать. У нас никакой борьбы с курением не проводится. Получается, что одна из основных причин – это курение. Безусловно, безусловно. Больных с раком легких большинство, подавляющее, больше 80% это курильщики. Если говорить о химических удобрениях, вот говоря о селитре, вызывает ли она раковые заболевания? Продукты, которые мы самостоятельно не производим, а покупаем, как правило, содержат вредные вещества. Это и овощи, и мясо, все производится с использованием различных технологий для улучшения урожайности, повышения продукции, количества. Большинство больных с раком легких курильщики, и вероятность заболевания рака легким у курильщика где-то считается в 20-30 раз выше риск, чем у некурящего человека. Те люди, которые окружают курильщиков, то есть пассивные курильщики, какое влияние оказывается на них? Исследования последние показывают, что для него это такой же канцероген, как и для курильщика. Кандид Тарасович, доброе утро вам. Доброе утро. В начале своего репортажа мы решили пообщаться с курильщиками и вышли на набережную. Мы встретили народного артиста Абхазии Кандида Тарба с сигаретой в руках. Я курю как минимум 1,5 пачки в день. Мне запрещают курить, и врачи говорят, это вредно. Кандид Тарасович начал курить поздно, пока занимался танцами, не позволял себе сигареты и алкоголь. Однако позже, когда стал руководителем ансамбля, я пристрастился к табаку, говорит он. Попытки бросить были не раз. Сколько раз я вообще сигарету с пачкой выбрасывал, чтобы не курить. Ну,
что-то не хватает, вот что-то я хочу, понимаете, вот что-то организм якобы как будто требует. Несколько лет назад Кантин Тарасович заболел серьезно. За него переживали все. И я не упустила возможность спросить о его самочувствии. Былой бодрости нет, и я борюсь со своим недугом и не опускаю руки, сказал Кантин Тарасович. А внучка у меня от внучки такая шкодница София у меня растет, ей 1,5 года скоро вот будет. Она у меня самое главное сейчас. Пожелав ему здоровья и удачи, мы отправились к соседнему столику. Как выяснилось, наш новый знакомый недавно перенес инфаркт, и врачи запрещают курить. Однако ему сложно отказаться от сигареты, хотя бы пару штук в день, говорит он. Плохая вообще привычка, тяжело больше. Наверняка семьяк уже не настаивает, да, ну, дома, я у лес курю, дома вообще не курю. А этот респондент рядом с ним не курит. 3 года как бросил. И нет желания закурить вновь. Живет в деревне, занимается сельским хозяйством. Мне 62 года сейчас, у меня дыхание такое, я даже могу волейбол играть, футбол играть. Дальше мы с оператором отправились в Министерство иностранных дел. Вы можете удивиться, ведь в компетенции данного ведомства решение совсем других вопросов. Однако у нас есть веский повод для интервью с заместителем министра иностранных дел Каном Танием. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма, а также для обеспечения противопожарной безопасности 2 мая 2012 года внутренним приказом министра иностранных дел Вячеслава Андреевича Чирикба было принято решение запретить курение в здании МИДа, то есть имеется в виду в нашем крыле здания. По словам Кана Тания, предупреждают и посетителей, что здесь курить нельзя. Для иностранных гостей это в порядке вещей. Во многих цивилизованных странах уже работает закон о запрете курения в общественных местах. За нарушение приказа следует дисциплинарное наказание, говорит заместитель министра иностранных дел. Однако пока нарушителей не было. Я не знаю, связано это с тем, что это сотрудники МИДа, но у нас число курильщиков практически равняется нулю. Я могу назвать 2-3 ребят, которые курят. Согласно Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется около 1 миллиона новых случаев рака легкого, и 60% онкологических больных погибает в результате данного заболевания. В нашей стране ситуация не лучше. С каждым годом число онкологических больных возрастает. Среди них увеличивается и количество больных с раком легких. От курения страдают не только сами курильщики, но и окружающие. Табачный дым также вреден, как и никотин. Вот выдержка из статьи на сайте Всемирной организации здравоохранения. Пассивное курение, вдыхание дыма табака от другого курильщика – причина рака легкого у некурильщиков. Исследования в США, Европе, Великобритании и Австралии показали значительное увеличение относительного риска среди тех, кто подвергается пассивному курению. Последние исследования показали, что выдыхаемый курильщиком дым более опасен, чем вдыхание его прямо из сигареты. 10-15% больных раком легкого никогда не курили. Возможно, и в нашей стране необходим закон о запрете курения в общественных местах. Я хотел бы вернуться к кое-каким цифрам. Что касается рака легких. Вот в структуре заболеваемости, здесь у меня таблица по первичному выявлению рака в онкодиспансере нашем. Значит, с 2010 по 2014 год. Вот мы смотрим, по онкодиспансеру 452 первично выявленных больных за год. Для нашей республики это огромная цифра. 452 человека новых больных с раком, тем или иным. Из них 99 человек рак легких. Это очень высокий процент. В 2011 году началась реконструкция онкодиспансера, и коллектив находился в перемещенном состоянии. Соответственно, цифры несколько упали ввиду организационных проблем. И было выявлено всего онкологических больных в год 360. Из них опять раковых больных 99 с легким. В 2012 году 346, тоже в перемещенных условиях. С раком легких 89 среди них. В 2013 году
Уже цифра повышается, потому что организационные проблемы решены, онкодиспансер реконструирован, работа более-менее наладилась. 457 человек первично выявленных больных онкологических. Из них 115 рак легких. И в 2014 году, прошу обратить внимание, уже 133 больных с раком легких. Это данные по онкодиспансеру. У нас также есть сводные данные по республике. То есть вот эти первично выявленные онкологические больные, не все состоят у нас на учете по тем или иным причинам. А по республике, пожалуйста, вам в 2010 году 671. То есть вместе с нашими, плюс те, которые у нас на учете не состоят. Это новые больные, не какие-то, которые там тогда выявлены. Это все новые больные. За один год. В 2011 573, в 2012 602, в 2013 почти 700. Это огромная цифра для Абхазии. И я бы хотел сказать, у нас такова ментальность, что каждый человек думает про рак приблизительно таким образом. Это далеко от меня, это меня не касается, это меня обойдет. Так думать не следует. Это коснуться может каждого. Мы уже знаем, что заболеваемость онкологическая растет не только среди пожилых людей, рак молодеет. Да, те цифры, которые вы привели сегодня, конечно, удручающие. Может, вы подскажете, как бороться вообще с раком легких, что нужно делать в таких ситуациях? Должен сказать, что рак легких на ранних стадиях протекает бессимптомно. Никаких жалоб у больного нет, и совершенно он чувствует себя хорошо. Если у человека уже появились слабость, похудание, кашель, кровохарканье, одышка, боли в грудной клетке, симптомы, которые характерны для рака легких, как правило, на этот момент уже опухоль запущена, как правило, неоперабельна и, как правило, имеет плохой прогноз. То есть смертность при раке легких очень высокая. Мы в онкодиспансере. Здесь ежедневная суета. Картина не для слабонервных. Бледные, исхудалые онкобольные борются со своим тяжелым недугом. Мы с оператором решаемся пообщаться с ними. Сила нет уже, не знаю. Каждую неделю принимаю капельницу. У меня диагноз рак 4-й степени. Рак чего? Рак маточных труб. А вы проходите здесь лечение? Да, я прохожу лечение уже с марта месяца. Ну, очень нормальные врачи, очень внимательные. В этом кабинете проводят химиотерапию. Это необходимая процедура для борьбы с метастазами. Медперсонал безупречен. Все здесь очень внимательно, очень все хорошо. У вас операция какая была? На кишечнике. Там сейчас метастазы вроде по печени пошло. А сколько времени вы болеете? С 13 с мая. Хочется, конечно, 2 сына у меня еще не женаты. Никак не женятся, хочется увидеть семью их и нормальную. Больше всех меня это беспокоит. Лариса Кукаске работает медсестрой почти 40 лет, из них 16 в онкодиспансере. По ее словам, сейчас химиотерапию пациенты переносят гораздо легче, так как используют современные препараты. По словам Ларисы, она часто привязывается к своим больным, так как они по нескольку лет стоят на учете, становятся родными, и она переживает за их судьбу. Я всегда своих больных поддерживаю. Они меня любят. Я их тоже. За каждую больную, я дома плачу. Онкодиспансер – двухэтажное здание. Недавно здесь был завершен капитальный ремонт. Условия современные и комфортные. Однако для полноценной и качественной работы необходимо оборудование, медицинские инструменты и бесперебойное снабжение лекарственными средствами. Ситуация усложняется еще и тем, что онкологические заболевания не терпят отлагательств. На 2-м этаже больничной палаты, где стационарно лечатся больные. Аншад израз хатқайдан салирги тахарги тапания убртири бани айдан абрас штоб сир бойдан шадр израз хай Хош пайш бонус. схадари бжиз бод шибдри симон неста шибдри бабдиру шибдри ксмар
Возможно, вы догадались, наш респондент из тех, кто вернулся на свою историческую родину из Турции. Он долгое время проходил лечение там, однако скучал по Абхазии и решил некоторое время побыть на родине. Так, случайно сломав ногу, он попал в больницу. Вот чисто человечески, от души относится ко всем больным людям. Вот я лично перед ним преклоняюсь и хочу сказать большое спасибо. Все эти слова благодарности пациенты высказали в адрес врача-онколога Анри Хайтан. Встречаем его в коридоре больницы. И он проводит нам небольшую экскурсию в отделении торакальной хирургии. Полноценное отделение торакальной хирургии развернуто, в котором будет оказываться помощь и онкологическим больным, и общехирургического профиля больным. Оно автономное, полноценно будет функционировать, оно со своим входом и выходом. Тема нашей передачи – рак легких, и мы хотели пообщаться с теми, кто столкнулся с этой болезнью. Михайлович, так называют друзья и знакомые Льва Джинджоля. Он с удовольствием дает нам интервью. Оказался очень интересным человеком, и мы решили посвятить ему отдельный репортаж. Основное лечение – это, конечно, хирургическое. Но оно может применяться только в ранних стадиях. А для того, чтобы больного выявить в ранней стадии, нужно обследование профилактическое. То есть оно основано не на каких-то жалобах, а оно проводится периодически раз в год. Уже доказано, что периодичность годовая позволяет нам выявлять большинство опухолей на ранних стадиях. Ну, конечно, у нас есть... диагностика? Как-то вы... Диагностика основная, конечно, это рентгенологические исследования. Рентгенологические исследования – это флюорография, рентген, Так, получается, у нас не рентгена в стране сейчас, нет? Да, есть ни такая проблема, но нет. мы все знаем, что сейчас запустилась программа государственная по оснащению лечебных учреждений оборудованием. Введено и запланировано около 6, по-моему, рентгенологических комплексов. Они будут раскиданы в различных медицинских учреждениях, и доступ к ним для населения облегчится. Для того, чтобы обследовать деревню, нужно ехать туда. Поговорим о вашем стационаре. Вот онкодиспансер, он выглядит красиво, и мы свои съемки проводим. Спасибо, кстати, что вы предоставляете нам помещение для наших съемок. Сейчас мы, кстати, проводим эти съемки именно в отделении легочной хирургии. Какие условия у вас вот в этом отделении? Наш онкологический диспансер недавно переименован в Национальный онкологический центр. Это связано с тем, что мы расширяем виды помощи, открываем несколько новых отделений. Мы ожидаем открытия очень большой клеточной лаборатории, в которую будут входить гистологические исследования, иммуногистохимические исследования и с возможным дальнейшим развитием противоопухолевых вакцин. То есть планов громадье, но все это со временем будет у нас. Расширять помощь онкологическим больным мы будем. Здесь у нас стоит 2 задачи. Больных в 1 и 2 стадии, ну, я говорю это не для населения, чтобы было проще понять. Для больных 1 и 2 стадии мы знаем, как им помочь, с этим проблем у нас нет. В запущенных стадиях будем применять индивидуальные подходы к таким пациентам. При хорошем своевременном выявлении таких больных у нас станет меньше. Доктор предупреждает Льва Джинджоля, что журналисты хотят с ним пообщаться. Он выскакивает с постели, а мы в коридоре слышим его голос. Конечно же, как можно им отказать? Так мы познакомились, а через несколько минут мы поняли, перед нами веселый, активный и очень позитивный человек. Здравствуйте, нам нравится ваш заряд бодрости. Скажите, какой у вас диагноз? У меня диагноз рак легких 4-й степени. Просто со стороны, со слов слышал в разговор на 4-й стадии не жильцы. Но я как попал в нашу, я тоже могу сказать, эта клиника, она абсолютно не хуже Москвы. И врачи, и младший медицинский персонал, ну, чудесные люди. Сколько у них терпения, я
представляю зарплату московскую медработников и здесь. Но здесь намного внимательнее. Михайлович, так называют его друзья и знакомые. И ему это нравится. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, инвалид первой группы, полковник в отставке. Духу и стойкости обязан армии, улыбаясь, говорит он. У меня плечо начало болеть, правая ключица. Но я обратился к Гураму Шолову, думаю, пойду. Мой друг. Ну, Гурам сразу послал к терапевту, терапевт на рентген. Снимок рентгена пронесли. Гурам Андреевич посмотрел, ахнул, зорик у него отнял, посмотрел. И, ну, мы как старые сослуживцы. Михайлович говорит, мы тебя не... Ты забудь про плечо, мы будем по-другому тебя раскручивать. Общались больше получаса, ни слова о грустном. Скорее, грустные вопросы задавала я. Как не опустить руки перед таким диагнозом? Как сохранить себе жизнь? Я уже прожил жизнь. Когда увидел, как много молодых людей с онкологией, их жалел, а не себя, говорит Михайлович. У меня дочка, сын, 3 внука. Сколько вам лет? 70 будет в октябре. Рак легких в 4-й стадии сопровождается болью, поэтому каждый день он на сильном обезболивании. Я всегда хожу прямо с армейской выправкой, не хочу выглядеть старым и больным, не перестает шутить наш герой. Лев Джинджоли имеет большой стаж курения, поэтому в данном случае, возможно, рак вызван этим фактором. Что вызывает рак и как от него защититься? Этот вопрос волнует все человечество. И то, что с каждым годом число онкологических больных растет в Абхазии, вызывает всякие пересуды в обществе. Называются несколько факторов, в том числе и стресс, и питание, и экология. Если связь между раком легких и курением доказана, то мы решили выяснить, вызывают ли рак, невроз, продукты питания и загрязненная окружающая среда. Гепатолог, диетолог Аэлита Шакая о здоровом питании знает все. К ней мы обратились с вопросом, могут ли продукты питания стать причиной развития рака. Это не конкретные какие-то продукты питания, скорее всего, это больше способ приготовления, наверное, пищи. Есть данные о том, что если жарить на сильно раскаленной сковороде, масло не менять, постоянно на одном и том же растительном масле жарить там несколько раз, то начинают выделяться нитраты, нитриты, то есть это вот те самые канцерогены, которые могут привести к формированию онкологии. А Элита нам рассказала, что в последнее время к ней стали обращаться люди с онкологией печени. Их стало больше. Мы выяснили, прямой связи между канцерогенами и раком легких нет. Однако такая связь существует с другим видом онкологии. Нездоровое питание может привести к раку органов желудочно-кишечного тракта и, конечно же, печени. Следующий пункт. Может ли стресс вызвать онкологию? 20 лет назад наш народ пережил войну, а затем и тяжелый послевоенный период, а также нестабильность, необустроенность сегодня – все это вызывает стресс. Если стресс является причиной рака, то мы будем знать, почему ежегодно число больных раком растет. На этот вопрос дает ответ психолог Анжела Ладария. Скорее всего, возникновение этой болезни другие механизмы, но стресс, когда человек узнает, что он болен этой болезнью, это уже стресс для него. Он не готов, если особенно к этой информации, и, соответственно, может впасть в ступор, так скажем. Но это один из факторов, который может усугубить болезнь, скорее всего. Остается еще один пункт – экология. Возможно, этот пункт актуален для стран с развитой промышленностью, но наша страна считается экологически чистой зоной, поэтому данный фактор мы не стали рассматривать как причину возникновения рака. Вот в 2014 году у нас 133 больных с раком легких. Из них, если я не ошибаюсь, 4
или 5 были операбельные. Всего лишь из вот Всего такого количества 4 или человек. 5 из этих 133 А человек они были операбельные что? Как вы поддерживаете жизнь неоперабельных ваших пациентов? Неоперабельных пациентов мы проводим, как правило, паллиативную химиотерапию. Нам удается увеличить продолжительность жизни за счет этого метода лечения, но добиться выздоровления и очень длительной выживаемости мы не можем для больных с раком легких в 4-й стадии. В 4-й стадии вы помочь не можете, а в других стадиях Нет, можно излечиться? мы в 4-й стадии тоже помогаем. Наша цель – продлить жизнь больному, улучшить качество его жизни, облегчить некоторые симптомы, которые связаны с опухолью. Нескольких человек, у которых опухоль была выявлена на ранней стадии, как правило, это все произошло случайным образом. Самостоятельно, в кажущемся здоровом состоянии ни один человек не ходит и не обследуется. Мы из передачи в передачу говорим о здоровом образе жизни и надеемся, что нашим телезрителям Агуэстро не только интересно, но и информативно, и что кто-то обязательно для себя сделает выводы. Хороший вывод для себя еще в детстве сделал Ахрат Свижба, попробовав однажды и отказавшись от сигареты в пользу спорта. Сейчас он тренер по вольной борьбе. Отец как-то предупреждал меня, говорил, если увижу, обнаружу, что ты куришь, что у меня как бы повлияло на меня это, и вот после того момента я, можно сказать, бросил курить. И после этого я пошел в спорт, мне было 9 лет, ничего не потерял, наоборот, приобрел здоровье. Это самое главное. Каждый день Ахрат тренирует этих ребят, а также рассказывает им о большом спорте и о больших спортсменах, на которых нужно равняться. С детства у них формируется целеустремленность, сила воли и упорство. При этом ребята знают, чтобы достичь своей цели, нужно отказаться от сигарет, алкоголя и наркотиков. Заболевание нельзя вылечить, от него умирает человек. Правильно. От чего бывает рак легких, как ты думаешь? От курения. Курить плохо. Для легких. Я никогда в своей жизни не буду курить и колоться. Почему? Потому что потом не смогу заниматься спортом. А кто тебе сказал, что плохо курить? У нас там, где мы живем, мы ходим на поле, там очень много людей курят, и они не могут бегать. Это вредит их легким. Данила, а ты курить будешь? Нет. Почему? Раком заболеешь, умрешь. Мне очень нравится заниматься спортом. Когда человек занимается спортом, он редко болеет очень. И хотелось бы узнать о специалистах, достаточно ли сегодня у вас их? Наше отделение усилено новым сотрудником. Это еще один легочный хирург приехал к нам работать, это Матуни Самвел Рутюнович. Мы рассчитываем расширить объем помощи для легочных больных. Это касается не только онкологических больных, но и других патологий. То есть получается, что специалисты вроде как бы есть, а оборудования, к сожалению, пока еще не хватает. Этот вопрос решается, тут это вопрос времени. То есть в течение нескольких месяцев отделение будет оборудовано и запущено. Но мы будем оперировать онкологических больных только в том случае, если улучшим выявляемость их на ранних стадиях. Наши терапевты, кардиологи, невропатологи, у них онкологическая настороженность уже повышается постепенно. И это очень важный фактор для выявления больных на ранних стадиях. Послушав вас, такая картина очень мрачно вырисовывается. И главный вопрос, который, наверное, каждый телезритель сейчас задает себе: как защитить себя? Надо бросить курить курильщикам. Нужно избегать факторов, которые напрямую могут вызывать повышение риска для рака легких. Неизлечимо разгильдяйство и наплевательское отношение к своему здоровью. И даже не вовремя выявленных больных мы все равно ведем. По статистике у нас благодаря программе химиотерапии выживаемость среди больных в 4-й стадии повышается. Это в цифрах видно, это планомерно идет повышение. И мы будем добиваться больших результатов. Но должен сказать людям, что если вы нам не поможете, мы бессильны вам помочь. Большое спасибо, что были у нас в гостях. Желаем вам успехов и удачи. Всего доброго. Спасибо.
тяжелая тема, поэтому немножко в конце позитива тоже отмешала. Да, согласен. Ну, твой бенефис – позитивный конец. Все время говорю. Будьте здоровы, что ли? Чай. Точно чай.